Рожна Марьяна Владимировна, старший помощник прокурора республики по взаимодействию со средствами массовой информации и общественными организациями, старший советник юстиции. Сегодня что? Да. Сегодня прокуратура республики проводит свой 6-й открытый форум, который посвящен такой актуальной теме, как вопросы защиты и реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В форуме принимают участие все заинтересованные министерства и ведомства, это образование, труда, здравоохранения, экономики, руководители общественных организаций, органы опеки и попечительства, а также лица из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. Но необходимо отметить, что в целом на территории республики принимаются меры по реализации прав детей и сирот, оставшихся без попечения родителей, в результате профилактики семейного неблагополучия. Ежегодно число таких детей, необходимо сказать, что снижается. Активно они устраиваются в приемные семьи, так более 93% детей, оставшихся без попечения, они сейчас проживают в приемных семьях. Кроме того, ежегодно более 500 детей-сирот получают причитающиеся им жилые помещения. Вместе с тем имеются определенные проблемные вопросы, которые вот сегодня мы обсуждаем на форуме и по которым, в частности, прокуроры принимали меры реагирования. Это нарушение прав детей в социальной сфере, нарушение их прав в сфере здравоохранения, нарушение при их проживании в специализированных учреждениях, которые в отдельных случаях не соответствуют требованиям пожарной безопасности, требованиям санитарного законодательства. Также имели место факты нарушения их прав при организации питания в них. Кроме того, прокурорами активно защищаются жилищные права детей-сирот. Необходимо сказать, что эта проблема у нас есть из-за нехватки финансирования. Так, в текущем году по представлению прокуратуры республики из бюджета республики дополнительно было выделено финансирование на жилье детей-сирот в размере свыше 385 миллионов рублей. Эти и другие актуальные вопросы реализации прав детей-сирот, они сегодня обсуждаются на форуме. Экспертное сообщество, я думаю, выскажет свое мнение по проблематике и внесет свои предложения, которые в целом по результатам форума мы посмотрим и будем использовать их в дальнейшей работе, и они, наверное, они будут направлены на улучшение состояния законности в данной сфере. А вообще это же направлено на детей-сирот, которые проживают в республике Саха-Якутия, или вообще сирот, которые находятся на территории республики Саха-Якутия, и сколько их? На территории республики по состоянию на 1 января 2019 года проживало около 4300 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Да, и, конечно, вот эти все вопросы, которые будут сегодня рассматриваться, они направлены на реализацию их прав. Это в основном 4300 человек, это которые приехали, или же они из нашей среды? Они из нашей среды, в большинстве своем, конечно. Спасибо. Все. Социальных учреждений и органов опеки, которые своевременно не приняли мер по лишению ограничению родителей прав, установлению юридического статуса детей, оставшихся без попечения родителей, постановке их на учет нуждающихся. Административные регламенты муниципалитетов в данной сфере зачастую не соответствуют требованиям закона, жалобы сирот рассматриваются формально. При этом, вопреки обзору Президиума Верховного суда России от 20 ноября 2013 года, суды республики не признают в качестве уважительной причины непостановку сирот на учет до 23 лет, бездействие органов опеки, а также их состояние здоровья детей-сирот, даже когда кто-то из них страдает психическим заболеванием, что не позволило им в возрасте от 18 до 23 лет встать на учет нуждающихся. Имеют место факты отказа в установлении юридического факта отсутствия родительского попечения с предложением сделать это в порядке, установленном Семейным кодексом России. Несмотря на то, что лишить родительских прав после совершеннолетия ребенка в соответствии с Семейным кодексом уже невозможно. Указанное выше нарушение муниципалитетов при исполнении переданных государственных полномочий длительное время совершаются муниципалитетами, и вот уже несколько лет не решается вопрос их возвращения этих полномочий государству. Полный комплекс мер, в том числе в судебном порядке, не принимается.
Системный характер носит нарушение срока предоставления детям-сиротам жилья, установленный статьей 8 Федерального закона 159. Так, в 2012 году нарушены сроки предоставления жилья 133 сиротам, в 2013 284, в 2014 около 600, в 2015 700, в 2016 году тоже около 700, в 2017 640 и в 2018 539 сиротам. Одной из основных причин является неполнота и несвоевременное финансирование субвенций из государственного бюджета. На 2020 год также вместо 1 миллиарда 250 миллионов рублей предусмотрено меньше половины, 623 миллиона, несмотря на отрицательное заключение прокуратуры республики на проект государственного бюджета. Подобное формирование расходов госбюджета не соответствует определениям Конституционного суда и конституционному законодательству в целом, согласно которым закон о бюджете должен определять объем финансирования с учетом фактического числа граждан, нуждающихся в социальной услуге. В случае недостаточности средств необходимо их привлекать из иных источников. Приостановление льгот возможно только при наличии механизма их возмещения, формы и способы которого могут меняться, но объем не должен уменьшаться. В целях выполнения органами государственной власти своих обязательств перед сиротами прокуратуры республики ежегодно применяются меры реагирования. Я не буду говорить по годам, какие суммы по представлениям прокуратуры были правительством дополнительно предусмотрены, уже около 3 миллиардов рублей, уже это было озвучено, но тем не менее почему-то каждый год мы продолжаем наблюдать одну и ту же картину. Неполнота финансирования, а также отсутствие должного контроля со стороны органов госвласти является одной из причин неосвоения муниципалитетами выделенных бюджетных средств, которые поступают зачастую в конце первого полугодия, а с учетом проведения конкурса начинает осваиваться в 4-м квартале. Так, в 2015 году не было освоено 153 миллиона рублей, в 2016 году 44 миллиона, в 2017 году 326 миллионов, в 2017 году 80 миллионов. По состоянию на 1 декабря не освоено 532 миллиона и приобретено всего 315 из 596 запланированных квартир. Значит, в целях устранения вот этих нарушений по представлению прокуратуры республики функции контроля в данной сфере возложены на Министерство строительства республики. Кроме того, постановлением правительства республики номер 148 определен срок создания специализированного жилого фонда для детей-сирот, которые квартиры должны приобретаться заблаговременно с учетом сроков освоения, субвенций, проведения конкурсов, оформления в качестве муниципальной собственности специализированного жилого фонда. Кроме того, на полноту освоения субвенций влияет ряд таких объективных и субъективных факторов, как ненадлежащая подготовка конкурсной документации, изменение способа приобретения вследствие ненадлежащего изучения рынка жилья, несвоевременное объявление конкурсов, аукционов, нежелание застройщиков в них участвовать, в том числе из-за роста рыночных цен и недостаточного финансирования в этой связи со стороны органов государственной власти. Нарушение сроков исполнения подрядчиками своих обязательств либо их банкротства, ненадлежащее качество строительства, оплата невыполненных работ, как, например, в Татинском районе. По всем таким фактам прокурорами принимаются меры реагирования. Так, например, прокурор Алёкинского района добился выделения из местного бюджета более 2 миллионов рублей на ремонт жилого дома для детей-сирот. Прокурор Чурапчинского района в судебном порядке обязал главу района провести капитальный ремонт в специализированном жилом фонде, который 5 лет не ремонтировался. Результатом мер прокурора Татинского района по факту оплаты невыполненных работ при строительстве жилого дома на сумму 5 миллионов рублей в отношении замглавы местной администрации возбуждено и расследовано уголовное дело в части 1 статьи 293 Уголовного кодекса. Указанные средства в судебном порядке изысканы с местного бюджета на завершение строительства. В первом полугодии 2019 года прокурорами городов района выявлено более 100 нарушений жилищных прав детей-сирот. В целях их устранения внесено около 50 актов реагирования. Вместе с тем, только мерами прокурорского реагирования не решить имеющиеся проблемы в данной сфере. Необходимо участие в взаимодействии органов государственной власти, самоуправления и общественности. Решению нарушения проблемы
Нарушение сроков обеспечения жилья детей-сирот могло бы способствовать созданию маневренного социального жилого фонда, либо законодательно закрепленная компенсация расходов детей-сирот на аренду жилья до их обеспечения квартирами специализированного жилого фонда. Данная льгота предусмотрена в субъектах Российской Федерации, в том числе Дальневосточного федерального округа. Необходимо отметить, что отсутствие жилья, соответствующей регистрации по месту жительства, препятствует реализации прав детей-сирот на трудоустройство. Ежегодно в органы занятости обращаются более 300 детей-сирот. Из них трудоустроено около половины, а в 2018 году было трудоустроено 70% всего. На что необходимо обратить внимание Министерства труда и социального развития вместе с Государственным комитетом занятости населения. Мы озвучены только основные проблемы в сфере защиты прав детей-сирот. Надеюсь, что они будут дополнены в ходе выступлений и вопросов других участников. Спасибо за внимание. Спасибо, Юлия Николаевна, за выступление подробное. Слово предоставляется Тепляковой Елене Юрьевне, заместителю министра труда и социального развития Республики Саха-Якутия. Добрый день. Добрый день, уважаемые участники форума. Но прежде чем озвучить информацию о проблемных вопросах, хотелось бы остановиться на тех показателях, которые имеют прямое отношение к детям, сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. За последние годы отмечается тенденция снижения численности детей, оставшихся без попечения родителей. В республике в 2018 году общая численность детей-сирот составляла 4355 на начало текущего года. Ниже воспитания детей в семьях 3766 детей. В 2016 году этот показатель был 4618, то есть почти 300 детей, да? Больше было. В 2017 4383. Идет поэтапное снижение. На 1 января текущего года всего на воспитании семьях, опекунов и попечителей на возмездной основе находилось 3680 детей. В том числе 636 детей в приемных семьях. Положительно развивается устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в приемные семьи. Если в 2016 году количество приемных семей составляло 221 семья, то в 2018 уже на 14 больше и, соответственно, 235 семей. Наибольшее количество приемных семей создано у нас в Вильнюсском области, Самтарском, Вилюйском, Ленском районе, Нижневенском, Кандаласском, Горном районах и городе Якутске. В целом можно сказать, что 86% от общего количества детей находится в семьях опекунов и попечителей. В Государственном банке данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 1 октября 2019 года состояло 585 детей. Предыдущие 2 года 577 детей. Каждый год, что говорит о стабильном выявлении детей, оставшихся без попечения родителей. Количество желающих принять ребенка в семью, состоящих на учете в банке, составляет 196 человек. В течение 3-го квартала 2019 года выявлено 131 ребенок, устроено семьи граждан 132 ребенка. Возвращены к кровным родителям 27 детей. В целом, что касается финансирования, расходы связаны с мерами социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и устройства их семью за счет средств бюджета республики предусмотрено на текущий год 1 миллиард 19 миллионов рублей. За счет средств федерального бюджета 20 миллионов 600. По итогам полугодия 2019 года единовременное пособие при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, получили при устройстве в семьи граждан 215 детей, в том числе под опеку 167 детей, в приемную семью 30 детей, на усыновление 15 детей. В текущем году размер единовременной дополнительной выплаты на каждого ребенка, принятого в семью или приемную семью на предметы мебели и хозяйственного обихода, составляет 26 975 рублей. Размер единовременной выплаты при устройстве детей-сирот в семьи граждан еще федеральный сектор дополнительной республиканской выплаты составляет от 24 до 34 тысяч рублей. Размер выплаты ежегодно индексируется. Что касается ежемесячной выплаты на содержание детей-сирот, опекунов и попечителей приемных семей, она составляет от 12 992 рубля до 23 747 рублей в месяц. Размер выплат ежемесячно зависит от возраста ребенка, от его пола и также индексируется ежегодно. Приемные семьи у нас получают ежемесячное вознаграждение. Базовый размер оплаты труда приемного родителя на одного ребенка составляет 7,5 тысяч рублей. Он варьируется от количества детей, также от статуса ребенка. По итогам первого полугодия 2019 года 913 детей, обучающихся в образовательных организациях, находящихся в ведении республики и муниципальных образований, воспользовались бесплатным проездом на городском пригородном
транспорте в сельской местности, на внутрирайонном транспорте, а также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы, в том числе 894 ребенка на городском пригородном внутрирайонном транспорте, 19 детей к месту жительства и обратно к месту учебы, 309 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые воспитываются в муниципальных учреждениях, опекунских и приемных семьях, предоставлены путевки в школьные, студенческие, спортивные, оздоровительные лагеря, для отдыха, санаторно-курортной организации с оплатой проезда к месту лечения и обратно. Это у нас ежегодно порядка 57 миллионов рублей направляется на эти цели. Что касается проблемных вопросов, на 5-м республиканском слете приемных семей, будем вместе, он у нас состоялся 18 ноября, приемным семьям было внесено предложение о рассмотрении вопроса оплаты их проезда при сопровождении своих подопечных на санаторно-курортном лечении и оздоровления в пределах территории. На сегодня этой нормы относительно приемных родителей у нас нет. Не только у нас, но в целом в Российской Федерации. Ну вот в текущем году, буквально в октябре месяце, к нам на согласование приходил проект федерального закона, который внесен депутатами Госдумы Российской Федерации, о внесении изменений в статью 34 Закона Российской Федерации о государственных гарантиях и компенсациях для работающих, проживающих в районах Крайнего Севера и природных местностях. В этой поправке предлагается предоставить право пенсионерам, являющимся получателями страховой пенсии по старости, которые осуществляют опеку попечительства над ребенком по договору о приемной семье и проживающим в районах Крайнего Севера и природных местностях, право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. То есть как у нас получается, работающие граждане получают этот проезд один раз в 2 года, неработающие пенсионеры получают право за счет пенсионного фонда, а поскольку приемные родители являются работающими, и если они будут получать, если они получают пенсию по старости, то возможно принятие этого закона даст им право пользоваться этим проездом, значит, в районах Крайнего Севера. Также дополнительно относительно приемной семьи был согласован проект федерального закона о внесении изменений в статью 26 федерального закона о страховых пенсиях, где предполагается индексация страховых пенсий лицам, исполняющим обязанности опекунов и попечителей по договору о приемной семье. То есть на сегодня пенсия, которую они получают, она не индексируется. Эта инициатива была на Новгородской области, она также была поддержана со стороны республики. В последнее время развитие законодательства приводит к появлению тенденции расширения полномочий, как сказал Владимир Николаевич. Действительно, очень много полномочий у специалистов органов опеки и попечительства. Это, естественно, негативно сказывается тех полномочий, которые исполняют органы опеки и попечительства, на предмет соответствия штатной численности тем нормативам, которые разработаны, скажем так, правительственной комиссией по делам несовершеннолетних и защите прав на федеральном уровне. На сегодня рекомендации этой комиссии предполагают нагрузку на одного специалиста в городе 1800 детей, а в селе 1300 детей на одного специалиста органа опеки. Ну, примерно мы посчитали в разрезе УГУСов, исходя из общей численности 264 тысячи детей в республике, что нехватка по минимальному расчету составляет 40 специалистов по республике, максимум 61 штатная единица. Соответственно, недостаточно кадров, она, как я уже сказала, увеличивает нагрузку и снижает компетенцию специалистов в органах опеки. Соответственно, мы имеем проблему текучести кадров, снижения профессионализма, объективности и качества принимаемых решений. В этой связи Министерством ведется сбор информации от органов опеки с целью проведения анализа их функций, как я уже сказала, да, на предмет статьи 8 Федерального закона о политике и попечительства. Более того, мы разработали комплекс мер, который должен быть подписан распоряжением главы республики, и это мероприятие включено в этот комплекс дополнительных мер, направленных на усиление защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей на 2019-2022 годы. В настоящее время проект распоряжения главы практически завершает свое согласование. Соответственно, по итогам вот этого анализа мы будем вносить предложение в правительство республики. Также в настоящее время в республике не определены нормативы численности центров помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в том числе кадров и служб сопровождения семей и выпускников. Но здесь надо отметить, что на федеральном уровне таких нормативов тоже нет. Если мы сравниваем по учреждениям социального обслуживания Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, то практически по всем типам учреждений, это дома-интернаты, это психологические интернаты, это социально-реабилитационные центры, там есть соответствующие рекомендованные нормативы на федеральном уровне. К сожалению, на федеральном уровне относительно Министерства просвещения Российской Федерации данных нормативов нету.
Ну, несмотря на это, мы приняли решение разработать свои нормативы, поскольку, видимо, пока на ближайшее время их не будет. С учетом этого также мы будем рассматривать кадровый потенциал работников указанных центров и, соответственно, тех служб, в которых нам не хватает штата, это как и органики, и, соответственно, служба сопровождения выпускников. Мы также проводим сбор данных по кадровому составу от органов опеки и центров помощи, и тоже будем проводить соответствующий анализ. И это же мероприятие включено в этот план комплексных дополнительных мер, который должен быть утвержден расторжением головы. И, соответственно, мы перейдем к разработке нормативов в численности соответствующих учреждений. Также на сегодня у нас имеется проблема по отзыву полномочий 8 центров помощи детям-сиротам. На сегодня 7 муниципальных образований приняли решение о передаче. Осталось у нас Нелюбинское муниципальное образование. Буквально в пятницу мы получили письмо о том, что 17 декабря вопрос будет предварительно рассмотрен на совместном заседании комиссии по образованию, культуре и спорту, связанной с общественностью, и комиссия по здравоохранению и социальным вопросам. И 24 декабря вопрос прекращения полномочий будет рассмотрен на заседании очередной 11-й Нелюбинской сессии Нелюбинского районного совета депутатов. И последний, скажем так, проблемный вопрос, который ставится учреждениями, директорами Центра помощи семьям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, это питание детей, когда они находятся в общеобразовательных организациях, то есть учатся в школах. Аналогичный вопрос ставится, кстати, у нас и приемные семьи. Когда дети детских домов не могут совместно с детьми, которые являются льготной категории, да, то есть они не включены в льготную категорию по бесплатному питанию детей. Вообще нормативы питания, как бы это были приняты еще указом главы в 2015 году, 8 мая, номер 479, там конкретно написано, что нормативы расходов на обеспечение питания отдельной категории обучающихся в государственных образовательных организациях за исключением лиц, состоящих на полном государственном обеспечении. То есть мы планируем расходы на содержание центров помощи детям-сиротам в полном объеме, то есть в течение всего дня пребывания в учреждении. Ребенок идет в школу, и как бы вопрос возникает, что он должен кушать, потому что он должен, по сути, заплатить за это. Потому что ребенок, находящийся на полном гособеспечении, не включен в категорию лиц по льготному питанию. Ну, в этом смысле мы вопрос этот обсуждать начали когда учреждения поставили этот вопрос. Но тут еще есть спорный момент не только относительно детей-сирот в детских домах, но и в приемной семье. Потому что считать, что ребенок находится в приемной семье и является на полном гособеспечении, это не совсем то же самое, что детское учреждение. Вот здесь, если мы сможем отработать с муниципальным образованием по приемным семьям, и этот вопрос мы с ними рассматривали с участием Министерства образования, все-таки полномочия по обеспечению питанием льготной категории, это полномочия муниципальных образований. Мы провели видеоконференции совещания. Действительно, вузы разделились, есть вузы, которые кормят бесплатно детей, скажем так, это в том числе город Иркутск, прежде всего. Есть районы, которые не включают детей-сирот, ни приемной семьи, ни детей, которые находятся в центрах помощи, категорию, получающих бесплатное питание. То есть, по-простому говоря, ребенок должен прийти со своим сухим пайком, скажем так, в школе, или успеть сбегать в детское учреждение, там покушать и вернуться обратно. Вот, поэтому этот вопрос требует решения, которым мы сегодня тоже занимаемся. Вот так, кратко у меня все. Спасибо за внимание.